Как вы относитесь к тому, что Статкевич своей волей оставил Луке огромный козырь в лице самого себя для дальнейшего торга с Западом для снятия санкций? Ну, это, наверное, мне нужно отвечать. Да, ты хорошо знаешь. Понимаете, в чем дело? Козырей он может набрать сколько угодно. Он может какую-нибудь американскую баскетболистку захватить где-нибудь и потом ей торговаться. Как сделал в свое время Путин. Словил одну американскую баскетболистку и обменял ее на Виктора Бута, на одного из самых серьезных... На киллера. Да, на одного из самых серьезных оружейных баронов вообще в истории. Бут. Да. Это киллер другой был. Обычную баскетболистку, у которой нашли траву. Ну как нашли? Может подкинули, может нашли. Это абсурдная ситуация, поэтому, говорить, что таким образом ему дали какой-то козырь, это же глупости. Сколько есть, к сожалению, граждан стран Евросоюза и Америки, которые приезжают в Беларусь. Если нужен будет заложник, они возьмут в заложники, подкинут немножечко травы, может, прямо на границе. Пакетик с белым порошком, и будешь потом-то доказывать, что это не твое. И будет у нас козырь у них. Козырь в переговорах, например, со Швейцарией или еще с какой-нибудь страной. Снимайте с нас санкции, а то мы этого человека, этого швейцарца, допустим, повесим. Или еще что-нибудь сделаем. Поэтому это глупости. Статкевич таким образом, во-первых, дал нам всем пример правильного поведения. Не все, конечно, могут последовать этому примеру, это нормально, потому что есть, грубо говоря, герои, а есть, допустим, хорошие люди, а есть, допустим, обыватели, а есть дальше уже там нехорошие люди, всякие там преступники и тому подобное. Есть такие градации. Но есть люди, которых в Библии назвали соль земли. И там Иисус говорил, я не верующий, но это очень интересное выражение. Он сказал, что если соль земли потеряет свой вкус, то эту землю уже никто не посолит. Поэтому нужны такие люди, которые показывают нам идеал, который является для нас камертоном. И мы можем на этот камертон свою душу настроить, чтобы понять, как надо действовать. Это некая моральная утопия. Маяк. Маяк, да.